День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. Я вас приветствую. Здравствуйте. Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение потребителей в Якутске и пригородах. В настоящий момент в работе задействовано 11 бригад. Работы сегодня ведутся в районе Дыркылах, авиагруппы, улиц Жарницкого, Хатынугряхского шоссе, окружной дороги, Озерной, Кирсанова, Стадухина, Луговой, Сосновой, Автодорожный, переулка Дружный, переулка Хоринский и Сергеляхского шоссе. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. В основном у нас технологические нарушения связаны с повреждениями воздушных линий 0,4 киловольта, которые проходят в частном секторе. Это у нас в основном носит локальный характер технологические нарушения. То есть где-то у нас упавшая опора, там отключена, допустим, одна группа. Это порядка 20 домовладений. Ну и таких локальных точек по городу очень много. Прогнозируем, большую часть, это, наверное, 90% от всех поступивших заявок мы устраним в ближайшие сутки. Кое-где, возможно, будут еще жалобы. Планируем завтра также продолжить и доделать. Просим потребителей понимать, что нагрузка сейчас на наших операторов достаточно большая по телефону 005. Для этого у нас еще дополнительно созданы интернет-странички, телеграм-канале, куда вы можете свои обращения отправлять. И по этим обращениям обязательно сверимся, отработаем. Кстати говоря, энергетиками отработано уже 258 заявок от потребителей. На сегодняшний день осталось отработать 64. Среди неподключенных остаются жители частного сектора, запитанные с линий классом напряжения 0,4 киловатта. Все эти отключения локальны и разбросаны по разным частям города. Есть среди поступивших звонков и жители многоквартирных домов, которые в случае аварийных отключений должны обращаться в управляющие компании и администрации округов. Домовладельцы производят осмотры, выявляют внутридомовые нарушения и подают заявку на наличие дефекта, прокомментировали в компании «Якутскэнерго». На данный момент отчитывается о 49 человек на восстановлении. Мое личное убеждение, этого недостаточно. Мы требуем для того, чтобы было увеличенное количество восстановительных бригад. Трое суток без электричества в наше время это, конечно, сложность. Сейчас первая задача – это разобраться быстрее, восстановить подачу электричества, а дальше уже будем на всех этажах, на всех возможных уровнях разбираться, как работает Якутскэнерго, почему так долго восстанавливаются сети. Это задача исключительно Якутскэнерго, как ресурсника, обеспечить бесперебойное получение электричества абонентами. Ставить вопрос, чтобы с ближайших районов были привлечены дополнительные аварийные бригады. А дальше уже будем ставить вопрос, как у них проработаны регламенты по восстановлению, чтобы впредь такого не происходило. И к другим темам. В минувшие дни прошла работа Восточного экономического форума 2022. В этом году Якутия заключила порядка 40 соглашений на рекордную сумму инвестиций – 330 миллиардов рублей. Какие проекты будут реализованы в республике по итогам форума, расскажет Саргалана Неустроева. В этом году главный экономический форум Дальнего Востока прошел под лозунгом «На пути к многополярному миру». Основная повестка, какой теперь складывается его цель – налаживание связи между регионами, крупными компаниями и другими странами. Ведь большие опасения инвесторов вызывают сложная геополитическая обстановка и санкционное давление Запада. Так, первая часть выступления президента страны Владимира Путина на пленарном заседании форума была посвящена обозначению новых векторов развития экономики страны. Россия едва ли не единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными ресурсами. И Дальний Восток здесь играет существенную роль. Добываемое сырье будем прежде всего использовать для глубокого передела внутри страны, для укрепления суверенитета нашей страны, обеспечения промышленной безопасности, для повышения доходов граждан и развития регионов. Соглашения, заключенные на площадках форума, коснулись практически всех сфер развития региона – промышленной, социально-экономической, туристической и инновационной. Вы знаете, очень трудно каким-то одним словом охарактеризовать 40% территории самой большой страны мира. Поэтому
значение Дальнего Востока, несомненно, выросло. Экспортные потоки, которые развернулись полностью в восточном направлении, создают и новые вызовы, и новые возможности. Новые вызовы связаны с необходимостью большего развития транспортных магистралей и восточного полигона, и северного морского пути. Новые возможности связаны с большей интенсивностью работы с дружественными странами, особенно в направлении развития технологий. Все это мы президенту доложили, по целому ряду приняты решения, которые помогут нам дальше быстрее работать. В этом году работа якутской делегации оказалась крайне успешной, что отметил и сам глава республики, подчеркнув, интерес к региону оказался огромным. Так Айсан Николаев провел ряд встреч с послами иностранных государств и представителями крупного бизнеса. Ну и, конечно же, наши федеральные коллеги тоже крайне сейчас интересуются успехами Якутии, готовы помогать нам. И рад, что при встречах с тем же Денисом Валентиновичем Антоновым, заместителем председателя правительства Российской Федерации, министром промышленности и торговли Российской Федерации, нам удалось также решить ряд таких очень понятных, очень для нас важных вопросов, связанных и с развитием авиации, с развитием техники на газомоторном топливе, ну и другими направлениями развития промышленности в нашей республике. Из всех в первую очередь, пожалуй, можно выделить соглашение с госкорпорацией «Росатом», направленное на развитие горно-промышленного кластера в арктической зоне республики. Это новый подход. Мы и делаем кластеры, где Росатом создает энергетический центр. Это атомные станции малой мощности. Это серьезная технологическая инновация. Потому что, конечно, гигаватт не нужен в отдаленном улусе, в тундре. А атомная станция мощностью 50-100 мегаватт, в зависимости от компоновки, она может обеспечить запуск целого куста месторождений, и дальше уже развивается такой кластер, который позволяет вовлекать в оборот серьезные новые запасы месторождений полезных ископаемых, соответственно, тащит за собой экономику, социальное развитие и так далее. Еще одно соглашение коснулось развития туристической отрасли республики. Уже зимой этого года в регион начнут летать субсидированные туристические чартеры, благодаря сотрудничеству с Федеральным агентством Ростуризм и туроператором «Интурист». Компенсируем половину стоимости расходов туроператора для того, чтобы для туристов это было дешевле, удобнее. Туроператор формирует комплексный туристический продукт, где продумывает всю маршрутную сетку, делает интересные туристические предложения. И все это можно приобрести будет в 2-2,5 раза дешевле, чем при самостоятельной организации такой поездки за счет наших субсидий туроператорам. Те проекты, старт которых был дан на форуме, в том числе и благодаря подписанным соглашениям, будут реализованы в Якутии уже в ближайшие несколько лет. Как подчеркивает глава республики, главным эффектом от их реализации станет развитие и улучшение жизни жителей Якутии. Сарглана Неустроева, Петр Васильев, Владивосток. На этой неделе в 4 населенных пунктах отдаленного Момского района компания «Русгидро» ввела в эксплуатацию современные объекты локальной энергетики. Автоматизированные гибридные энергокомплексы общей мощностью 7,2 мегаватта. В составе одного из энергокомплексов крупнейшая в российском Заполярье солнечная электростанция, установленной мощностью 1,5 мегаватта. На открытии побывала Ирина Григорьева. Система накопления энергии включена работа. Солнечные электростанции готовы к пуску. Автоматизированные гибридные электростанции готовы к пуску. Уважаемый Николай Григорьевич, разрешите пуск энергокомплекса. Разрешаю. Идет набор мощности. Вместе, качественно и в короткие сроки. В селе Хану и 4 отдаленных поселков Момского района произошло историческое событие. В режиме телемоста с площадки, проходящего в Владивостоке, Восточного экономического форума прошла торжественная церемония пуска современных энергообъектов. Это итог успешной профессиональной работы Русгидро, энергетиков и многих других специалистов, которые за короткий срок ввели в Заполярье уникальный современный объект. Этот энергокомплекс в селе Хану включает в себя дизельную электростанцию мощностью 3300 киловатт, солнечную электростанцию мощностью 1503 киловатт, являющуюся крупнейшим объектом солнечной энергетики в российском Заполярье. В 1,5 километров
На север расположена солнечная электростанция в поселке Хану мощностью 1,5 мегаватта. Она позволяет в весеннее, осеннее и летнее время почти полностью закрывать потребности поселка в дневное время. Новые энергокомплексы появились в селах Кулун-эль-Бют, Хану, Чумпукытыл и Сасыр, изолированных от единой энергосистемы России. Зимой здесь температура опускается до минус 60 градусов, поэтому надежность энергоснабжения имеет здесь особое значение. Впервые в Момском районе сразу открывается и сразу все 4 станции в рамках Восточного экономического форума. Открываем 4 новейших автоматизированных гибридных электростанций. Вот. В рамках второго этапа энергосервисных контрактов у нас наш инвестор комплексные энергетические решения построила 4 суперсовременных объекта, которые, конечно же, дадут большой толчок в развитии Момского района. Новые гибридные энергокомплексы заменят выработавший свой ресурс дизельные электростанции с высоким расходом топлива и дадут существенную экономию. Новые объекты представляют собой гибридные энергокомплексы, работающие на основе солнечно-дизельной электростанции «Система накопления энергии». Благодаря солнечному свету северные поселки будут обеспечены энергоснабжением. Специалисты уже отметили и посчитали, что суммарно ежегодно они обеспечат экономию более 900 тонн дизельного топлива и на 32% сократят затраты на топливо. Но это даст толчок, очень оценимый динамический толчок в сфере дополнительных мощностей. Мы можем строить новые котельные, можно построить мини-заводы, у нас будет дополнительные мощности. Жители села Хану не скрывают своей радости, ведь новую современную дизельную станцию они ждали почти 30 лет. Старожил села Галина Ивановна вспоминает. Раньше учились иногда при свечах, ведь перебои со светом были всегда. Теперь радуются за внуков. Перебоев со светом точно не будет, а значит, к урокам будут готовиться лучше. Век уже другой. Без телевизора не можем жить, без радио не можем жить. Сейчас все от электричества зависит. Ввод новых гибридных энергокомплексов в Момском районе еще раз доказывает, что современные технологии постепенно приходят в один из самых отдаленных и перспективных районов Арктики, тем самым улучшая качество жизни северян. Ирина Григорьева, Виктор Дьячковский, Момский район. Тем временем председатель правительства республики Андрей Тарасенко с рабочим визитом посетил на этой неделе Момский район. Премьер осмотрел объекты строительства новой больницы, а также место строительства многоквартирных домов. В связи с завершением строительства новой больницы в следующем году председатель правительства объявил о готовности рассмотреть возможность выделения району дополнительной дотации на строительство 12-квартирного дома для медработников. На совещании Андрей Тарасенко акцентировал внимание на высокие тарифы электро- и теплоэнергии в районе, но необходимости строительства коровников в населенных пунктах и развитии промышленности. Андрей Владимирович, вы сейчас находитесь в рабочей командировке в Момском районе. Программа была очень насыщенна, очень активна. У вас буквально несколько часов, чтобы, можно сказать, посмотреть все изнутри. Вы посетили объекты, которые строятся, объекты, которые будут тут построены. Итоги вот этой рабочей встречи. Итоги простые, что сегодня в действительности район хорошо так развивается в социальном блоке. Но важно, конечно, рабочие места. Мне очень важно, чтобы здесь была сельскохозяйственная своя программа развития. То есть, чтобы люди чувствовали, что продукты питания, которые сегодня можно своими руками делать. И самое главное, конечно, все эти опыты других районов по наводнениям, чтобы вы тоже были в готовности, потому что реки сегодня себя ведут очень плохо, потому что мы их не чистим, и, соответственно, они разливаются. И чтобы поселок не затопить и опять потом не вкладывать огромные деньги, лучше с самого начала все это чистить заранее. Второе, что меня, конечно, здесь... Хороший у вас глава, живой такой, мне очень понравилось, потому что у него очень много интересных программ, интересных вопросов и таких желаний. Конечно, поэтому считаю, что он правильно говорит и по дорогам, хорошая мысль соединиться с Колымой. Здесь надо такое развитие показать в части IT-программ. Развитие какой-то промышленности. Глава подписал действительно такой хороший сегодня прорыв сделал. В Волсе он подписал, дал 2,5 миллиарда на развитие. И Момский район придет с Колымы, Волс, и с Северного морского пути.
Андрей Владимирович, вот вы коснулись Североморского пути, да, все-таки Арктика – это ваша вотчина, да, вы человек, который курирует эту сложную отрасль, вы часто ездите по северам, можно сказать, вот недавно вы приехали с Верхоянского района, завоз, обеспечение, Северный морской путь, реконструкция Северного порта Найба, да, что ждет в арктические районы? Постепенно, шаг за шагом, у нас свой, здесь уголь есть, и говорят, очень такой, он где-то граничит с Зырянкой. Месторождение очень сильное, хорошее и богатое. У вас другие есть полезные ископаемые. И вот эту всю грузовую базу, если поднять и показать, соответственно, все остальное побежит к вам сразу же. И дорога, и порт придет, и река будет работать, и воздух будет работать. То есть всегда надо показывать, чем вы богаты, чем интересен. То есть бизнесмен должен сюда вкладывать деньги. Спасибо вам большое за интервью и желаем успехов в вашей работе. Спасибо большое. Ну, а мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Русский театр драмы приехал с гастролями в Нерюнгри. Это стало настоящим культурным событием для ценителей театрального искусства. Ведь последний раз актеры столичного драмтеатра радовали нерюнгринцев своим творчеством аж 10 лет назад. Все подробности в сюжете далее. Когда приезжали молодые, то, господи, когда помнил, а сейчас спустя 10 лет и видишь лица знакомые тоже. Здорово, как будто домой. За время перерыва, когда русский драмтеатр не был в Нерюнгри, соскучились как зрители, так и актеры. В начале гастролей прошла пресс-конференция, в которой приняли участие директор и художественный руководитель театра Александр Лобанов, режиссер Андрей Габышев и артисты театра. Мы очень рады действительно приехать. Ну, вы видите настроение ребят. И... Боевое. Да. И прием такой вот прекрасный. надеемся на этой планке и отработать все эти дни. С открытием гастролей театр поздравили начальник управления культуры и искусства Наталья Бараханова и глава района Роман Щегельняк. Я уверен, что сегодня все мы с вами получим огромное удовольствие. Первым зрители увидели спектакль по роману Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» в постановке режиссера Андрея Борисова. И если большинство артистов хорошо известны и давно полюбились нерюнгринскому зрителю, то исполнители главных ролей Евгений Кузьмин и Дарья Рокачева – молодые актеры, которые в Нерюнгри приехали впервые, но смогли гармонично влиться в число любимцев публики. Постановка получила признание жителей столицы Южной Якутии. Потрясающий спектакль. Образы, очень сильно понравились образы, живые, такие прям пластичные. Ну, вообще очень круто, потому что давно у нас в городе такого не было, и наконец-то можно сходить действительно. Да, на таком высоком уровне. Я люблю этот театр. Когда я бываю в командировке в Якутске, стараюсь всегда посетить их спектакли. И всегда остаются очень, такие незабываемые впечатления. Прекрасные впечатления. Мы сидели, мы прям не могли насладиться этим. Я рада, что я все-таки смогла купить билет и попасть сюда. Да даже говорить неохота и мыслить все так, как про нашу жизнь. И декорации такая махина, как наша жизнь, тоже тяжелая, неповоротливая. Кроме «Капитанской дочки» зрители увидят комедию «Фарс тетки» по пьесе Александра Коровкина, режиссер Владимир Голуб, и детский спектакль «Золотой ключик». Продлятся гастроли до 11 сентября. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В рамках прошедшего на этой неделе форума «Якутск 4.0.0. Старт» на коммуникационной площадке «Точка кипения» прошла стратегическая сессия на тему создания транспортной инфраструктуры города. О том, какие вопросы обсуждались на площадке и каких результатов ожидать, узнавала Мария Кардашевская. Транспортная инфраструктура города – вопрос, не теряющий своей актуальности. В преддверии празднования юбилейного дня города на коммуникационной площадке «Точка кипения» обсудили вопрос развития транспортной системы города на ближайшие 10 лет. Цель – сделать пассажирский транспорт максимально комфортным и удобным для горожан. Мы прежде всего будем рассматривать совершенствование нынешней транспортной системы, которая сформировалась. Будем рассматривать вопрос обновления всего автопарка подвижного состава автобусов. Также один из самых важных вопросов является формирование транспортного хаба города Якутска с учетом строительства Ленского моста, ну и развитие экологического транспорта, что на сегодняшний день немаловажный вопрос. В
В сессии приняли участие представители транспортной сферы, преподаватели Северо-Восточного федерального университета, а также контрольно-надзорные органы. Участники внесли свои предложения по решению актуальных проблем. По итогам стратегической сессии развития транспортной системы будут приняты рекомендации, предложения, и на пленарном заседании будут приняты также эти ряд рекомендаций, которые мы будем также внедрять и претворять в жизнь не только для развития городской агломерации города Якутска, но и для всей нашей республики. Отметим, что в Якутске с 2019 года активно реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Ремонтируются дороги, обновляется общественный транспорт. В этом году было закуплено 100 новых автобусов, организованы регулярные маршрутные рейсы в близлежащие районы. Ну а в дальнейшем планируется расширить эту практику и в другие районы. Это прежде всего комфортность, это безопасность. И также тарифная политика по себестоимости выходит намного ниже, чем коммерческий рейс. Кроме этого, в данное время ведутся переговоры с производителями автобусов по налаживанию производства автобусов в условиях Крайнего Севера. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а 11 сентября, в воскресенье, город Якутск празднует свой день рождения. Если спросить у горожан и гостей столицы, что является символом Якутска, многие скажут, что это башня старинного острога. Действительно, его изображение присутствует везде, где упоминается город. О непростой истории этого исторического сооружения и новых находках, связанных с башней, расскажет Туяра Филиппова. Вот она, наша восточная надвратная башня. Вот она. То есть, чтобы пройти. И самое главное, нужно понимать, очень многие у нас, так сказать, пытаются говорить о том, что острог – это место заточения противников, царского режима, все остальное. Но значение слова «острог» в 17 веке это было абсолютно другое. То есть это оборонительное сооружение, а слово «острая» – тыновая стена. Поэтому острог. Александр Дьяконов расставляет макет якутского острога, на днях полученный после реставрации. В День города якутяне смогут вновь увидеть не только его, но и посетить саму башню и окунуться в увлекательный рассказ о непростой судьбе символа города Якутска. А история башни была действительно драматичной. Сохранившаяся башня простояла до конца 70-х годов прошлого века на месте современной площади Дружбы. И когда она практически развалилась, из уцелевших бревен ученые во главе с архитектором Александром Аполовниковым отреставрировали и таким образом сохранили ее для потомков. Но в 2002 году в результате пожара уникальный исторический памятник сгорел дотла. Благодаря тому, что Александр Викторович Аполовников оставил всю проектную реставрационную документацию здесь, в Якутске. И на основе этих обмерных чертежей, его документации, она, собственно, была воссоздана. Именно как города, все-таки символ, историк, архитектурный символ нашего города, это мы здесь находимся. В старом городе можно увидеть еще одну башню, внешне очень похожую на ту, что стоит на улице Кирова. Но, как утверждают специалисты, она и многие другие новоделы ничего общего не имеют с исторической копией. Те башни – это просто копии, похожи на это, но не более того. То есть реальная, будем так говорить, копия надвратной башни Якутского острога – это только это. Все остальное просто, они похожи внешне. Согласись, что сегодня и в Намском улусе сделано, и в Артода идут, и все башни похожи, так сказать, на это все. Но важно то, что мы в прошлом году нашли документы, и мы их сейчас показываем, о том, что сохранение этой башни было очень много приложено усилий и очень большое количество людей. И когда мы нашли документы, подтверждающие то, что вплоть до царя Николая II дошло сохранение нашей надвратной башни, для нас это был, конечно, такой культурный шок и, будем так говорить, какая-то гордость. Еще одной гордостью для общества по сохранению памятников стало обнаружение недавно в фондах Иркутского музея изобразительного искусства полного описания иконы, которая должна была находиться на навесной часовне. Так называется балкон, который мы видим снаружи башни. Это, естественно, не натуральное, не старинное, это современное. Но важно, что она есть, что она будет. И в субботу в 10 утра мы проведем молебен, то есть владыка уже благословил нас на это дело, будет отец Иоанн, и мы проведем освящение этой иконы и водрузим ее на то исконное место, здесь под козырек этого треугольника,
То есть все люди, которые прибывали в Якутский острог, да, они ехали там не один месяц, там из Санкт-Петербурга или откуда-то. И вот подъезжая к городу, вот первая их икона вот именно это встречала. Интерес к истории в последние годы растет, и это отрадно. Многие предприниматели, частные коллекционеры стремятся сохранить предметы старины, исторические ценности. Главное, как говорят историки и краеведы, чтобы история родного края продолжала изучаться, открывались все новые страницы и бережно передавалось все то, что удалось сохранить. Будет то поколение, которое тоже будет похожими на нас, и я надеюсь на это, и которые будут также бережно относиться к своей истории своего города. Туяра Филиппова, Павел Пахомов, Семен Афанасьев, Якутск. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.